своем последнем видео я рассказывал про убийство врага чеченского народа Ахмада Кадырова, который также являлся героем Российской Федерации. Это произошло 9 мая в 2004 году и произошло на стадионе «Динамо» в центре города Грозного, Чеченской Республики Ичкерия, сегодня оккупированной Российской Федерацией. В своей видеозаписи я приводил версии российской стороны, а именно, которые были озвучены Сергеем Фридинским, заместителем генерального прокурора Российской Федерации. Первая версия была таковой, что чеченское сопротивление убило Ахмада Кадырова. Я еще раз повторюсь, что это ложь, это неправда. Чеченское сопротивление не знало, не планировало это убийство. И опять же скажу, что главнокомандующий Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия Аслан Масхадов, другие командиры и амиры и Шамиль Басаев не планировали этого и не знали об этом. Как я говорил ранее, Шамиль Басаев в то время находился в Кабарде. Аслан Масхадов вышел из окружения и находился на окраине одного села и узнал об этом убийстве из радиостанции. Он услышал из радиостанции. Так вот, была еще вторая версия, что сын Кадырова просит президента Российской Федерации Владимира Путина возобновить уголовное дело по убийству его отца. И это делалось для того, чтобы он смог решить свои личные вопросы, а именно вопрос с братьями Ямадаевыми. Как вы помните, этих братьев убивают, к примеру, убили Сулейма Ямадаева в Арабских Эмиратах. И буквально недавно появляется новая версия. Версия Тумсо, где он говорит, что Катар, эмир Катара, требует от Российской Федерации убить Ахмада Кадырова в обмен на двоих спецслужбистов, которые они могут выдать России. Как вы помните, российские спецслужбы провели теракт, взорвали машину бывшего экс-президента Чеченской Республики Ичкерия Зелимхана Яндарбиева и убила Зелимхана Яндарбиева. И по этому делу были пойманы двое российских спецслужбистов, и они сидели в катарской тюрьме. Так вот, я сразу хочу сказать, что я в эту версию не верю и не считаю ее логичной. Могу даже сказать почему. Я знаю настроение, а также интересы арабов тех времен, касающиеся чеченцев, вообще обстановки. И я уверен, Катар такого требования не сделал бы. Я встречался с арабами, разговаривал. Вот. И знаю, что у них такого абсолютно интереса не было. Многие даже не знали про существование Кадырова. Просто чтобы привести такой пример про интерес. Скажем, Российская Федерация направляет свою делегацию в Соединенные Штаты. И эта делегация везет Кадырова вместе с собой в Штаты, но Кадырова не запускают в аэропорту, он остается в аэропорту. Также такая же делегация едет в одну из азиатских стран. И опять Кадырова не запускают в эту страну, он остается в аэропорту.
Вот. И опять же повторюсь, я не верю в ту версию Тумсо про какой-то интерес Катара к этой личности. Это неправда, я считаю. И я расскажу про версию, которую я долго анализировал, думал, размышлял, и думаю, то самое время, что нужно это сказать. Кадыров был убит за президента Чеченской республики Ичкерия Аслана Масхадова. Кадыров получил управление в Чеченской республике взамен на пленение Масхадова в первую очередь, а также пленение других высоких чиновников, командиров Чеченской республики Ичкерия. Путин ставил Кадырову такой приказ, отдавал такой приказ и ставил такую задачу в уничтожении чеченцев, чеченского народа, что сегодня происходит, а также в уничтожении чеченской легитимности Чеченской республики Ичкерия. В первую очередь напомним, что были проведены выборы в 1997 году. Наш президент Аслан Масхадов был избран в честных выборах. На этих выборах присутствовали международные организации, которые следили за этими выборами. И более того, были поздравительные телеграммы со стороны, в первую очередь, Бориса Ельцина, президента Российской Федерации, а также поздравления других лидеров разных государств и республик. Так вот, Кадыров пытался всеми способами очернить легитимность Ичкерии. Стали проводить какие-то импичменты, собрав в кучку бывших депутатов, которые перешли на их сторону. Стали заявлять о том, что президентский срок Масхадова закончился, хотя шла война, они прекрасно это знали. Были выступления разных религиозных деятелей, их деятелей. То есть делалось все. И я сегодня могу точно сказать, все проанализировав, что Кадыров, когда уже не смог это сделать, когда не постоял за своими словами, когда не смог пленить, взять живым Аслана Масхадова, то Путин его убирает. Я знаю старания Кадырова, как он старался взять Масхадова живым в угоду Путину. Он обещал привести Аслана Масхадова в цепях Путину и отдать живым. Он обещал этого. К примеру, российские оккупанты и их халуи, кадыровцы, проводят в то время, в 2002 году, такую операцию, так называемую зачистку села Алирой. И во время этой зачистки с нашими бойцами, воинами, находился наш президент. Они вышли из окружения с боями. Были потери с обеих сторон. И после этого Кадыров выступает по телевизору, выкрикивает на эмоциях, пеной у рта. Он кричит: вот он же был там. Да как мы его упустили? Мы могли его живым взять. Он не смог его взять живым, и Путин его убирает. И Путин берется сам за пленение Масхадова. Он был ему нужен живым. Они проводят свою операцию под руководством Путина в селении Толстоюрт. Это произошло 8 марта 2005
1945 году. Они штурмуют дом. После штурма они выносят тело Вахида Мурдашева, и все думают, что это Аслан Масхадов, потому что он был как-то похож, седые волосы и рост и так далее. И даже врачи на него набросились, хотели его откачать, оживить, но потом даже с криками «Вот, мы его поймали живым!» Они обрадовались, они подумали, что его взяли живым. Но когда поняли, что это не Масхадов, они вынесли тело действительно Масхадова, положили на улице, и даже видя, что это тело изрешечено пулями с разных сторон, как я говорил ранее, они не теряли надежду. Они хотели его оживить. Даже если бы одна клетка была бы живой, они не хотели терять эту надежду. Он был им нужен живым. Он был им нужен живым. Я скажу почему. Путину был нужен живым Аслан Масхадов. Дело в том, что у Путина есть такая злоба на чеченцев еще с начала 90-х. В первую очередь он там разбирался с чеченским бизнесменом в Санкт-Петербурге. И этот чеченский бизнесмен, все его знают, чеченцы, Хоза Сулейманов, он чуть побил его, наказал его, произошло такое. И он это не простил. Он не мог также простить все неудачи, свои неудачи, все потери в войне, скажем, потери даже в Ереш-Морде, там была уничтожена колонна, и гибель Майкопской бригады, огромные потери там были в Грозном. Захват города Грозного 6 августа, операция, которая была спланирована Асланом Масхадовым, а также подпись мирного договора 12 мая 1997 году, Хасавюртовские соглашения, подписанные в 1996 году. За все теракты, которые они хотели приписать чеченцам, это Беслан, это Норд-Ост, это взрывы домов в России, Путин не мог простить. Путин не мог простить. Он был ему нужен живым, чтобы его унизить, принизить, тем самым унизить чеченский народ, а затем убить, как они делают в своих тюрьмах. И вот в заключение я скажу, какие бы ни были версии, сколько бы их там ни звучало, моего отца, Аслана Масхадова, и отца Кадырова убил Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации. Вот. Он убил Кадырова из-за того, что тот не выполнил приказа и того задания по пленению Аслана Масхадова. Но сегодня я могу с уверенностью сказать, что чеченцы не предали Масхадова. Чеченцы этого не сделали. И завершая, я могу сказать, тот не мужчина, кто не знает своего врага.